Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Вот главные темы к этому часу. Число заболевших коронавирусом в Якутии продолжает увеличиваться. Озвучим актуальную сводку за минувшие сутки. Изучить породу на глубине до 2 километров. Подошел к завершению еще один этап разведочных работ на трубке «Мир». Продолжаем открывать новые страницы истории Великой Отечественной войны. В Тульской области прошла акция в память о наших земляках. Число новых случаев коронавируса в Якутии продолжает расти. По информации регионального оперштаба, за минувшие сутки выявили 90 новых случаев COVID-19 в республике. Из них в Якутске 53, в Мирнинском районе 6 заболевших, в Алданском, Мегино-Кангаласском районах по 5, в Верхоянском районе 4, в Алаяховском, Верхневилюйском, Горном, Жиганском, Намском районах по 3, в Булунском районе 2 случая, 2 человек скончались от коронавируса. За сутки лаборатории республики провели более 4500 исследований на COVID-19. Необходимо обратить внимание на тот факт, что само по себе тестирование у нас сегодня осуществляется уже 14 лабораториями, и, соответственно, органами здравоохранения принимаются все меры для того, чтобы снять проблемы, связанные с очередями, возникающими на компьютерный томограф и на тестирование. Еще раз хочу обратить внимание и подтвердить слова главного эпидемиолога Республики Саха-Якутия о том, что даже компьютерная томография и сдача теста на коронавирус являются непосредственно все-таки медицинскими манипуляциями. И именно они должны назначаться строго по установке врача. Не имеет смысла самостоятельно проходить компьютерную томографию или сдавать тестирование. Если есть определенного рода контактирование или же непосредственно вы получили уже предписание Роспотребнадзора, то, соответственно, ваша задача прежде всего изолироваться, а уже при определенного рода клинических особенностях выходить на собственную поликлинику. По оценкам специалистов, ежегодный объем добычи мамонтовых бивней в республике превышает 100 тонн. Сбор останков мамонтовой фауны сейчас регулируется подзаконными актами и находится в ведении Минкульта России. Каждый кусок бивня мамонта должен проходить экспертизу, однако в итоге все участники рынка уходят в тень, отметил глава Якутии Эссен Николаев в ходе пленарной дискуссии в рамках медиашколы «Дальневосточный репортер». По его словам, главная задача сейчас – направить рынок реализации останков мамонтовой фауны в легальное русло. Ранее группой депутатов Госдумы совместно с правительством Якутии был разработан проект федерального закона по отнесению участков недр, используемых для сбора мамонтовой фауны, к участкам недр местного значения. Новый опережающий центр профессиональной подготовки открыли в Якутске. Торжественное мероприятие по случаю начала работы центра приурочили к 80-летию профобразования. Обустройство учреждения стало возможным благодаря федеральному проекту «Молодые профессионалы» нацпроекта образования. Главной особенностью центра стали не только современные методы образования, но и новейшее оборудование. Так, обучающиеся смогут не только использовать технологии дистанционного образования, но и лично ощутить на себе всю практичность их проектов с помощью технологий виртуальной реальности. По словам исполняющего обязанности вице-премьера региона Сергея Местникова, реализация проекта позволит не только подготовить будущие кадры, но и значительно улучшит экономическую ситуацию в республике. Последние годы очень многое сделано в развитии системы профобразования. Это обновлена материально-техническая база, это увеличенное количество специальностей, по которым обучаются люди. Это в целом переформатирована система обучения, и каждым годом растет количество людей, которые желают поступить именно в систему профобразования. Это является самым главным индикатором эффективности подготовки по системе профобразования. Сегодня начинается всероссийская тренировка по гражданской обороне. Мероприятие проходит в 2 этапа. На первом планируется отработать оповещение. На втором этапе – эвакуацию и жизнеобеспечение населения. С нами на прямой связи находится наш корреспондент Полина Долинская. Полина, приветствую. С чего начался второй этап тренировки?
Сергей, я тебя приветствую. Сейчас мы находимся на тренировочной базе службы спасения республики, где будут проходить комплексные занятия спасателей в рамках всероссийской штабной тренировки. Первый этап – это строевой смотр, где только что прошел осмотр спасательных тревожных рюкзаков. Сейчас проходит осмотр спасательной техники, и на третьем этапе это будут занятия на тренировочной точке. По сюжету спасатели должны будут провести операцию по деблокированию пострадавшего при ДТП. Перед началом самой тренировки нам удалось пообщаться с начальником службы спасения республики, и он нам рассказал, какие мероприятия уже были отработаны. Предлагаю послушать. Сегодня в рамках всероссийских учений по гражданской обороне здесь производится строевой смотр формирования службы спасения, которая привлекается для ликвидации чрезвычайных ситуаций. Проверка его укомплектованности, оснащения и готовности к применению, к выполнению задач по предназначению. Перед этим выезжала наша оперативная группа по водной на ликвидацию аварии на ГРЭС. Отработали там. Цель данного мероприятия – это защита населения. И для того, чтобы отточить навыки у людей, которые ежедневно, рискуя собственной жизнью ради спасения гражданского населения. На этом у меня все. Сергей, передаю тебе слово. Полина, спасибо. О тренировке спасателей по гражданской обороне рассказала наш корреспондент Полина Долинская. На трубке «Мир» подошел к завершению еще один этап разведочных работ. Геологи изучили разрез пробуренной скважины, оценили параметры, отобрали пробы пород. Полученные результаты используют при проектировании подземных горных выработок. Подробности у наших коллег. Чтобы получить данные для проектирования нового рудника трубки «Мир», «Алроса» в начале этого года запустила масштабное исследование оставшихся алмазных запасов. Гидрогеологам важно изучить состояние породы на глубине 2 километров по всему периметру карьера. Для решения этой задачи подрядчики задействовали 2 буровые установки. Мы изучаем геологический разрез данной скважины для того, чтобы при простроении шахты внести технические данные в эту шахту, чтобы ее не залило водой и чтобы знать, сколько поступает газа в шахту, чтобы технически предусмотреть и удалять из забоя, чтобы шахтеры работали нормально. Подрядчики работают круглосуточно. Предстоит еще много работы по выбуриванию и подъему на поверхность образцов горной породы в виде керна. Керн – это столбики породы, которые получают при бурении. Масса поднятых образцов уже исчисляется тоннами. Полученные экземпляры породы скрупулезно изучают геологи Алроса, составляя разрез месторождения буквально по каждому метру. Подрядчики выполняют все работы качественно и в установленные сроки. Отлично справляются с поставленными задачами, без нареканий со стороны нашего руководства. В настоящее время бурение скважины завершено, достигнут забой скважины 1650 метров и выполняется завершающая стадия работ гидрогеологические исследования по откачке, по компрессированию. За 9 месяцев непрерывной работы половина данных, необходимых для доизучения месторождения, уже получена. Они позволяют уже сегодня делать выводы о перспективах дальнейшей отработки месторождения. Гидрогеологи отмечают, условия отработки будут непростыми. Анна Брянская, Роман Муконин, Алексей Меркулин, телеканал «Алмазный край». Мы продолжаем открывать новые страницы истории Великой Отечественной войны и рассказывать о подвигах якутян, которые сражались на западных рубежах страны. Так, в Тульской области в 4-й раз прошла акция в память о наших земляках, которые погибли здесь в боях 41-42 годов. Подробности у нашего корреспондента Максима Кардозу. Прошу принять. Вот здесь фотография этой братской могилы. Эта горсть тульской земли предназначена для родственников воинов-якутян, которые сражались и погибли здесь, под Тулой, 79 лет назад во время боев на южных подступах к Москве. Сотни наших земляков тогда участвовали в обороне города. Память о них сохранится как и в сердцах туляков, так и навечно в памяти нашего российского народа. И почему мы победили? Да потому что мы вместе, мы едины и будем едины навсегда.
Правда, сведений о якутянах, которые погибли под Тулой, не так много. Информацию энтузиасты собирают буквально по крупицам, сопоставляя архивные данные и результаты поисковых работ. К нам уже неоднократно приезжали, так сказать, родственники якутских солдат. Но мы, к сожалению, могли только сказать, что они погибли в районе города, например, Узловая, в районе города Сталиногорска. А в якутских книгах памяти данные о них совсем скупые. Погиб в Московской битве, где, когда, дата не указана. В книге памяти Якутии указано лишь 48 фамилий наших земляков, защитников Тулы. За последние годы удалось идентифицировать еще несколько десятков солдат, и поисковые работы продолжаются. Все имена будут выбиты на плитах нового памятного знака, посвященного воинам-якутянам. Это будет первый подобный мемориал под Тулой. Дело в том, что на Тульской земле есть много пропавших без вести, и кроме того, захоронения по разным деревням, которых уже не существует. Поэтому мы хотели сделать все воедино и полностью на этом памятном знаке установить имена наших воинов-якутян, сражавшихся в Тульской битве. Уже выбрано место для памятного знака. Он будет возведен на деньги меценатов якутского землячества. Торжественное открытие планируется к 80-летию Великой Победы. Максим Кардозу, Анастасия Деденко, Джур Березкин, Тула. Ожившие фотографии времен войны и не только можно увидеть на выставке «Победа-75». Она открылась в историческом парке «Россия. Моя история». На выставке представлены личные вещи выдающегося якутского снайпера Ивана Кульбертинова. Также посетители при помощи цифровых технологий смогут узнать о вкладе Якутии в победу над фашизмом. Выставка будет работать до середины ноября. Конечно, мы знаем о том, какой вклад внесла Якутия, ее славные сыны, дочери, трудовой тыл. Но вот представить это в одном месте, это была вот наша задача. Поэтому мы работали с архивами, с нашими музеями, с Центром аудиовизуального наследия, с НВК «Саха», с отдельными улусными музеями. Здесь освещены те темы, которые раньше, может быть, не так широко были известны. Это трагедия Чурапчинского переселения, это голод во время войны, это тяжелая трагедия для, всего населения. К этому часу это все новости. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.